Ну, иди в баню. Так, ну рыбалку сетями на карасей начинаем с ремонта этих сетей. Пару сетей привез, хочешь не хочешь, они рвутся. Вот это в частности я летом наскочил на супер корягу. Так, что-то похожее на корягу. На корягу наскакиваешь, надо проверить в одну сторону. Не в эту точно. В эту сторону жестко. Едем в другую. Ох ты, порвал. Гад. Не, капитально. Что ты делаешь? Коряги гоняет, ветровал гоняет. Да. Капитально порвал. Капитально попало. Но оставлять нельзя. Да. Рвется за милую душу. Куда деваться? Рвем дальше. Пойдем другим путем. Запоминаем. В этом году сюда корягу нагнала. Мошняцкую. Во. А порванную часть придется отрезать. Бывает в жизни огорчение, ладно. Одну сетку слегка попортил. Бывает. Мне пришлось даже отрезать грузило, чтобы достать эту сетку. Так крепко она была пришпилена. Ну, так, ну ладно, начнем. Эта сетка под корягу капитально попала. Конечно, очень жалко. Стойка сетного полотна зря пропадет. Ну, дырень где-то 6 метров. Ну, 6 так 6, что же сделаешь. Сейчас мы укоротим. Вместо одной будет 2 сетки. Эта сторона где-то 5 метров осталась. Делаем. Начинаем. В результате ремонта получил громаднейший плюс. Сетей стало в 2 раза больше. Была одна сетка, а получилось 2. Вот одна, а вот вторая. Вторая, правда, куценькая, малюсенькая, но все равно цельная сетка. 2 сетки. А что мелкое, это мелочь жизни. Так, сети готовы. Температура на улице минус 20. При такой температуре аккумулятор видеокамеры садится за 5 минут. Поэтому сегодня не поеду за карасями. Дед Мороз все деревья инеем покрыл. Не пойду. Сети отремонтировал. Пора их ставить на карасей. Поехали! Интересные следы. Глухарь топтался на дороге. Относительно недалеко от поселка. У глухаря мошняцкий след. Ну, в принципе, ясно, что тут глухаря привлекло, что он топал никуда и не сворачивал. Наверное, скорее всего, камешки искал. Мое сочувствие, что грубую хвою, да еще холодную, грызть приходится. Грубая пища, грубая. Через полкилометра еще след глухаря. Интересно, это тот же глухарь или другой? Гуляка. Откуда ты притопал? Где-то в край бугра ходил и на дорогу лесную вышел. А вот мышей в этом году реально толпа бегает. Интересно, часть поверх снега бегает, а часть роет уже. Снега мало, но роет нору, старается под снегом проползти.
Эх, что вы, ребята, не там роете? Задавят вас тут снегоходы. Эта лиса такая, в прошлый раз такая жирная была, раздутая. Ух ты. Брюхо чуть не до земли висело. Едем! Ау! Хе-хе-хе! Колея глубоковато оказалась. Кусты все в снегу и инее. Красота одна. Доехал и замерз. Даже интересно, сколько градусов. Замерз. Ну, начну работать, надеюсь, согреюсь. Ну что, ребята, аккумулятор на видеокамере сдох. Греем. Тепло допустимое. Ой, а лучше в карман засунем. Пускай греется в кармане. И на сменках работаем. Так, ну что, инструментов я взял на все случаи в жизни. Снегоход тащить не я сам тащу. Поэтому все у нас есть. Придется несколько рейсов сделать. Ну что, с топором проще всего. За ремень. Так, копье возьмем и до кучи лопаты возьмем. Так. Иногда думаешь, почему у человека только две руки, третьей нету. Кто там человека сотворил, не думал, что камеры появятся. Так, ну что, проверяться надо? Надо. Вода опустилась, лед прогнулся. Маленькую сетку сюда, ну а длинную сюда. Вся рыба на глубине сейчас. Ну, карась же, что он, рыжий, что ли? Тоже должен быть. Или он что, по всему озеру ходит? Проверим. Да, птичкам, в смысле рябчикам, нелегкие времена наступили. Корм и так грубый, а тут инеем ветки все покрылись. То бишь пробиваться и морозить желудок надо будет. Питаться почками. Лежать. Так, ну этот шест у нас инструментом будет протискивать подо льдом. Так, у меня в рыбалке один минус. В этих маленьких лужах, озерах, кормовая база не богатая, поэтому обычно тут их туча, на все мелкие, не растут гады. То есть крупный карась крайне редок. Так, ладно. Когда рук не хватает, ноги есть. Во! Так, ну что, сетка у нас отсюда пойдет. Сначала облагородим шест, чтобы не цеплялся за сучки. Сетка не цеплялась. На самом концу оставлю веревку цеплять. От берега 2 метра. И делаем полынью небольшую. Место для сетки. Топором баловаться не будем, сразу бензопилой. О, блин, кто-то стал разогреваться. Ну, охренеть. Иди в баню. Иди в баку. Что осталось? Глубина, смотри. Ой, глубина-то. Блин. О, да еще и коряга. Вот жизнь. Вот жизнь. Коряга.
Это что, на этом озере вода так упала, что ли? Ну, ладно. Что ж, работать так работать. Надеюсь, я засветло успею хотя бы одну сетку поставить. Если со снегоходом что-то случится, далековато выходить. Вот блин, чуть больше полметра. Да тут на зиму и воды не осталось. Тут проблема стала воду найти, глубину. Так, кидаю сюда и в компост. Будь что будет, сюда и кину. Коряги. Ну, ух ты. Боюсь, дырок на сетях будет выше головы. Тут вообще глубина есть. О, метр. Будем считать, мы супер глубину нашли. Работаем. Замерзла. Ух ты, ни хрена себе ледок-то. Позавчера было 6, а тут у нас 14. Ни хрена себе нарастает.